мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сохнів, чому не літаю, чому мені Боже тільки Мэтр белорусской пейзажной живописи Виталий Константинович Цверко сказал об этом художнике так: «Все наши пейзажисты должны перед ним стоять, а он сидеть». Его называли и называют белорусским Левитаном, а иностранцы, увидевшие впервые его полотна, спрашивают, не учился ли он в Париже. В Париже он не учился. Его главным учителем была его жизнь, и он страстно желал стать настоящим большим художником и стал настоящим большим художником. И все, что он создал благодаря и во имя любви. Во имя любви к своей родине Украине, которую называл «душа моя Украина», во имя любви к Беларуси, где прожил всю свою жизнь, к женщине, к матери, к искусству, к природе, чьи портреты так красиво, так мудро запечатлел на своих полотнах. И на его полотнах удивительно так светятся, горят и мерцают краски. Страстное желание жить, страстное желание творить было основой всей его жизни. И когда знатоки смотрят на его полотна, они говорят, что они пронизаны удивительной свежестью, что на его полотнах так много грусти, а в этой грусти так много красоты. И без этого, без всего, без этой любви, без этой жажды жизни он не стал бы никогда тем, кем он стал. Замечательным художником, удивительным человеком. Он – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Иван Дмухайло. Иван Семенович был один из немногих среди белорусских художников живописец-поэт. Именно поэт, лирик, в полном смысле этого слова. И он сам поэт был по натуре, писал стихи, очень любил поэзию Есенина, наизусть знал драму Лермонтова «Маскарад», любил Шевченко, любил Лесю Украинку, Богом созданный человек именно для того, чтобы стать лириком. Если проводить какие-то аналогии, на кого он похож как художник, то я могу вспомнить Береницкую Берулю, раннего Цверко, а из поэзии Есенин, Фет, Тютчев, Тургенев и Бунин. Вот примерно такой круг, из которого можно, так сказать, создать силуэт этого человека. Природа для него все было в жизни, в творчестве, во взаимоотношениях с людьми. Я однажды спросил Ивана Семеновича, почему вот вы в пейзажах почти не
вставляете фигуру человека. Он говорит, ну зачем? Не так видно, что там человек присутствует, и действительно. Указаны пейзажи, и даже в натюрморте. Вот есть дыхание этого человеческого, дыхание душевного, вот дыхание того, что называется большое искусство. Для него не было любимых времен года, все пары года его любимые. В каждом времени года он искал не просто мотивы, как обычно пишут молодые художники. Вот понравился мотив, он запишет его. Иван Семенович старался увидеть природу и рассуждать по поводу видения этой природы. Он искал самое человеческое, что привлечет зрителя, который увидит ее картины. Художник существует для того, чтобы писать картины не для себя, а для людей, для которых их создал Бог. Такой он был художник, такой он был человек, с ним было хорошо общаться. И за круглым столом, за чашечкой кофе, и на вернисажах выставок. Он был очень легкий человек, красивый был человек, вдохновенный и очень любящий. Вот любящий действительно по-настоящему искусство. И откуда же все это появилось в его работах? Это искренность, это задушевность, теплота, лиричность. Кажется, что его пейзажи и натюрморты окутаны полупрозрачным флером, и стоит дунуть ветерку, как все это растает. И растают замечательные, удивительные, теплые краски. Все исчезнет. Откуда это все? Ведь из ничего не может появиться что-то. А его талант имел под собой очень мощную генетическую основу. Его прадед был иконописцем. Один дядя был режиссером и актером Киевского драматического театра, другой был монахом Киево-Печерской лавры. Именно он подарил ему 4 цветных карандаша. С этого все и началось. Ивану Дмухайло было 14 лет, когда он из своего села Топчино пошел в большой мир. Он родился в этом селе 23 сентября 1914 года. Он закончил Днепропетровское художественное училище. В 1939 году у него были замечательные преподаватели. Это Михаил Коренев и Вячеслав Панин. Они были учениками Репина. Он закончил училище и пошел в большой мир. Ему казалось, что все впереди, и он в этом огромном мире найдет свое место и расскажет о своей любви, красоте и подарит ее людям. Но началась война. В 1942 году его послали учиться в зенитное училище, но набор уже был завершен, и он с товарищами вернулся в Днепропетровск. Военкомат был эвакуирован, а в город пришли немцы. Надо было выживать. Он рисовал портреты немецких офицеров и солдат, этим заработком кормился и помогал другим. Когда пришли наши, его хотели расстрелять. За что? За то, что он хотел выжить, за то, что никого не предавал и не изменил своей родине. Расстрел заменили штрафбатом. Это был страшный год. Каждый день на краю смерти. Но закончил он войну с боевыми наградами. Однажды он сказал, как прекрасна была бы жизнь, если бы в ней не было страданий. Но, наверное, если бы в его жизни не было страданий, в его произведениях не было бы столько тонкой лиричной красоты, такого мощного чувства, столько тепла и любви. Чернила и гори очи
Иване Семеновиче можно говорить много и долго. Очень трудно говорить о нем в прошедшем времени. Для меня он был в одном лице и отцом, и мужем, и ребенком. Я счастлива, что судьба послала мне его. Иван Семенович был очень веселый человек. Он любил очень людей. У нас всегда собирались люди, собирались художники, собирались искусствоведы. В его мастерской часто бывали посол Италии, посол Украины. Благодаря ему я очень многое поняла в искусстве. Я буду всегда это помнить. Иван Семенович еще мне говорил, счастье – это не жизнь без забот и печалей. Счастье – это состояние души. И это состояние души он старался передать мне своей любовью, своей нежной заботой. И мне его будет очень-очень не хватать. Для меня он еще сейчас рядом со мной, потому что рядом висят его работы, и от них исходит такой теплый, светлый свет, который согревает мне душу. Для меня вот это свет далекой звезды, мне это такая близкая звезда, и она меня везде сопровождает, она меня везде греет, и я даже другой раз разговариваю, в его комнате осталось все так, как было, и я захожу туда, когда мне какие-то трудности бывают, помолюсь на его икону, посмотрю, и мне кажется, что он помог. И даже сегодня, мне кажется, он мне тоже помогает. С первых дней моего пребывания в Беларуси я почувствовал присутствие Ивана Семеновича Дмухайла в посольстве. Это отмечалось прежде всего уважением, теплотой, с которой о нем говорили мои коллеги. К сожалению, мне не удалось физически встретиться с ним. Он уже очень был тяжело болен, через несколько дней умер. И я уже брал участие в его похоронах. Он оставил о себе очень могучее творческое силовое поле. Иван Дмухайло принадлежит к поколению украинских художников очень тяжелой судьбы. Мы знаем о том, что он родился в центре Украины, воспитан как нащадок украинских казаков. Его учителями были ученики Ильи Репина. И его присутствие в Беларуси было по большому счету присутствием посла украинской культуры, украинского народа тогда, когда еще Украина не имела своих послов ни в соседних, ни в далеких государствах. Когда я услышал о том, что он обрадовался приезду украинского посла, я понял, что нам будет о чем с ним поговорить. И вот уже 3 месяца выставка в посольстве Украины в Беларуси. Посредством картин я действительно общаюсь с ним, поскольку этот человек очень близок мне своим мировоззрением. Прежде всего, он был очень красив, очень сильный. Он сумел сохранить себя вопреки тем препятствиям и той эпохи, которая ломала людей миллионами. Мне приятно, что Иван Дмухайло остается украинским художником, заслуженным деятелем искусства Беларуси, человеком, который сумел сохранить себя, но в Беларуси он приобрел новое свое качество. Я вижу в нем высокого лирика, человека, который умел украинскую импрессию передать, пронести через десятилетия, сохранив прежде всего всю любовь и уважение к тому, что создал Всевышний, к украинской природе, к человеку, к песне. Он, кстати, великолепно пел и мог часами читать поэзии, как мировых поэтов, так и свои собственные. Он был очень лиричен. В свои почти 93 года
ушел чрезвычайно красивым, гордым, оставил по себе самые лучшие впечатления и оставил размышления, каким должен быть наш современник. Яка місячна зоряна ясная, видно, хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку вгай. В Беларуси он с 1945 года сначала Брест, потом Гродно, потом Минск. И в конце 40-х, в начале 50-х годов он формируется как художник, как творческая личность. И он никогда не забывал тех, кто помогал ему и кто поддерживал его. А это Витольд Каэтанович Белынинский-Беруля и Виталий Константинович Цверков. В 1958 году он стал членом Союза художников СССР, а в 1996 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь». Очень поздно, ему уже было 82 года. Почему так поздно? Ну, по этому поводу он говорил, что он был всегда независим, он говорил то, что хотел, и писал то, что хотел. В его сердце жила Украина, и он однажды сказал, что в старости сердце рвется и душа туда, где бегал в детстве босиком. Украина – это его детство, это его мама, это прекрасная природа Украины и лучшие в мире песни. И Украине он посвятил самые лучшие свои произведения. «Рідна мати моя», «Рідна хата», «В далекую дорогу» на Украине. А Беларуси, в ней он прожил 60 лет, он был благодарен за кров и за хлеб, за возможность работать и творить его любовь к Беларуси в его работах. Иван Семенович Дмухайло на Украине украинский художник, а в Беларуси белорусский. Не просто художник белорусский, а один из лучших наших пейзажистов. В августе 2006 года Иван Семенович Дмухайло был награжден орденом Украины за заслуги 3-й степени. Его произведения находятся в собраниях и коллекциях в США, в Беларуси, на Украине, в России, Швейцарии, Италии, Испании, Великобритании, Германии и многих других стран. И везде его понимают. Он близок. Почему? Потому что в его произведениях есть душа, есть жизнь. Он живой художник. У Иванова есть такий выраз. Искусство должно воспитывать духовное возрождение людей. Менавіта мастацтва, творчасць вядомага беларускага мастака Івана Семеновича Дмухайлы адносіцца да такога рангу. Таму што творы яго высокадухоўныя. Пісаў ён заўсёды куточкі Беларусі, бо ён 60 гадоў жыў у нас тут. Але праяўлялася асабліва ў асенніх ці вясенніх, ці летніх пейзажах. Гэта жоўта-залацісты, цудоўны колер украінскай прыроды. І Іван Семёныч чалавек неардынарны сам па сабе. Мне заўсёды, як мастацтвазнаўцу, здзіўляла яго працаздольнасць, таму што ён пісаў да апошняга дня. Ён пісаў і апошнім часам менавіта нацюрморты яму хацелось пісаць, але ён хацеў пісаць і партрэты людзей. Ён пісаў і раней партрэт маці напісаў, цудоўны партрэт, ён ёсць у яго калекцыі.
і партрэт Рэя, свайго сябра. Але апошнім часам ён пісаў тых, хто яму быў блізка да сэрца. Мне даводзілася часта бываць на яго адкрыцці выстаў. Іван Семёнович у 92 гады сваёй цудоўная памяць была. От зайздросціш па-добраму і думаеш, каб гэта ўсім так перадалося. Яго няма, і ён ёсць. І сапраўды так, ён ёсць. Ён адышоў у свет, у Царства Нябеснае, але ён сярод нас сваімі творамі і назаўсёды застанецца. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сопів, чому не літаю, чому мені Боже ти я б землю покинув і в небо злітав. Иван Семенович Дмухайло был человеком удивительным и неординарным и в своем искусстве, и в жизни. Он, например, писал стихи, и писал стихи неплохие, вообще обожал поэзию, знал множество стихотворений наизусть, и поэмы, и Ивана Франко, и Тараса Шевченко, и Михаила Кольцова, и Сергея Есенина, и Александра Блока. Он был по натуре очень импульсивный человек, артистичный человек, увлекающийся, при этом обладал характером принципиальным, говорил правду в глаза, не любил вранья, фальши, очень хорошо разбирался в людях, был хорошим психологом. Он умел дружить и ценил дружбу, а его друзьями были замечательные белорусские пейзажисты Иван Карасев, Иван Рей, Анатолий Барановский. Любил жизнь страстно, был женат неоднократно. 3 его жен звали Марии. Взрослые дети – это его продолжение, это 2 сына, Евгений и Тарас, и дочь Оксана. Марии Петровне Вейнер не было 50, а ему было уже около 80, когда они познакомились. Они прожили вместе 15 лет, и Мария Петровна сказала, что эти 15 лет были годами счастья, благодаря его мудрости, благодаря его любви. Иван Семенович Дмухайло умер 30 марта 2007 года на 93-м году от онкологического заболевания. Он очень хотел жить. Он очень жалел, что не успел многое сделать. А разве он мало сделал? Разве он мало создал? Он сделал много, но хотел еще больше. Он хотел расточать эту любовь, эту красоту, которую он создавал. Он хотел согреть этой красотой, этой любовью людей. Однажды он сказал, что художником стать по желанию невозможно. Им надо родиться. Он родился художником, он жил как художник, он был настоящим большим художником. Иван Семенович Дмухайло. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали.
лилий. Не поднять нам устав